1801, 1802, 1803. Подходим сюда за подписью и на фотографирование. Все деньги, которые сегодня будем от аукциона, идет на восстановление нашего друга. Итак, следующая фотография. Начальная цена 300. 400. 600 у кого? Так. 600 у кого? Поднимаем руки. Почитаю. Kalın kaya sistemde tındığı doydu eğmegende kahul bağır kuharından tığından kabaldan durdu düğü. Kaksat tılgı oğuzların kodoy kurduk siden kodon tollu bakka süren ködön tolorpun bağa sanadı. Südü oçuos ebediyeske sügürüyen bağrı neden sakalardan rastakınan telimneppik bulağın. Sarı serbener uçatlarga sarın olgun yükleyip sama solu telem berbe oroy ayhal baturga. Автор Екатерина Петракова. Читаю. Воздуха нет, натянута энергия. След идешь к вершине. Кто-то должен быть первым. Флагом Родины помаши мне. И видишь радости след тебе напевает. Ты же это стал первым, а вторых не бывает. Буквально несколько вопросов к Евгению. Можно задать? Кто желает задать вопрос Евгению про Эверест, про восхождение на Эверест? У кого вопросы? Поднимите руки, пожалуйста. Так, пожалуйста. Артур Корякин. Евгений, скажи, пожалуйста, сколько времени вот дошло, да, вот месяц-два? И второй же вопрос к нему же, да? А во сколько это обошлось в деньгах? Ну, в деньгах, конечно, много. Сколько? Миллион? Два? 40 тысяч долларов где-то. Сколько человек? Сколько человек в этом году? Ну, в этом году я точно не могу сказать. А так, заявлено было где-то 500 человек. Но из них, я думаю, половина зашло где-то. Спасибо. Так, вопрос здесь. И я уточню, в этом году, вот этой весной, на Эвересте погибло 10 человек. Последние австралиец 19 мая на спуске с Эвереста, это недалеко после от вершины. Поэтому Женя не просто зашел, он рисковал жизнью, а так же сделал. Спасибо. Следующий вопрос. Мен Эверестке олора да ханаңды тийбе курдуксы, оны олағына амбастан Эверестке тақсар әбеппен ген сана қанның түгенге көлдідей. Оны білген қолора бұқасымы сылғыға итча хеджуыт баға ханан сылғын құрғын толлаға дей. Оны өткенеден тоқ ханала кирелері қолора чүкчаға, андайды чүкчаға бүндігір тұлда ханан. А так, барабар, бастыки сахарин, топ видаватагым тооден. Ото кимере тахсыбыттен элбах эгин раз сурактар балдыраты. Ото мен хамай главный тугум сылымден бем бабынан үйе тахсар главнагатып. Ото олды курдук. Евгений, о чем ты думал в самом начале спуска? Поднялся, побыл на вершине, сколько там, 15-20 и в самом начале спуска о чем ты думал? Как спуститься и чтоб вот кислород не закончится. Когда
завершил, но все равно у меня было ощущение, что очень большая вероятность подачи кислорода, да. Ну, вероятность того, что сломается кислородный баллон, маска, да, кислородная система. Потому что когда поднимаешься после 8000, там тебе 2 раза меняют кислород. И когда они кислород меняют, то очень долго что-то там они крутят, мутят там туда-сюда, что обратно откручивает, потому что кислород не поступает, потому что дует сильный ветер со снегом, и что-то там все забивается и мерзнет. Вот эта опасность постоянно присутствует и немножко давит, конечно. И ты постоянно следишь за кислородом, чтобы она постоянно подавалась, и чтобы там не остаться. Так было. Подготовка сколько времени? Подготовка, конечно, чтобы подготовиться, я считаю, ты должен, организм должен уже быть готов, да. Где-то, не знаю, 5-6 лет, наверное. Потому что даже если ты в хорошей физической подготовке, да, ты решил собраться на высокие горы, то ты до этого должен уже ходить на некоторые горы. Просто так сразу взять, пойти, то, я думаю, очень сложно будет, потому что там надо уже чисто психологически знать, что тебя ждет там. Спасибо. Так, дальше следующий вопрос. Добрый вечер. У меня вот один маленький вопрос сначала от ребенка, да, его сына. Он спрашивает, вот как в фильмах показывают, там действительно люди, которые там остались навсегда, лежат. Да, говорят, лежат, но я поднимался ночью, и я не видел. Некоторые говорят, там уже видели, я не видел. И основной вопрос такой, да, вот именно какие виды спорта, да, кроссфит, кросс, лыжи, что вот именно, какими видами спорта надо заниматься, чтобы физически быть готовым, да, и какое медицинское вот это сопровождение у тебя было перед тем, как подготовиться, скорее всего, например, восполнение минералов, какие-то медицинские обследования, как в этом плане была подготовка именно четко перед тем, как подняться в этом году, например, непосредственно перед подъемом. Спасибо. Какой спорт? Это, я считаю, что именно туризмом надо заниматься. Да. Если там кроссфит, другие спортивные мероприятия, это уже совсем другие же виды. Ты не будешь готов на другие нагрузки. Поэтому надо обязательно заниматься туризмом, побольше ходить по природе и ночевать на отрицательных температурах. А насчет витаминов, Минералов. насчет медицины, я не знаю, у меня такой подготовки не было. Так, следующий вопрос, пожалуйста. Я хочу повторить вопрос, да? Сколько всего была продолжительность поездки в Непал и сколько времени заняло восхождение и спуск с Джомолунгмы? Я с Якутска поехал 5 или 6 апреля. 5-6 апреля, и вот сегодня я приехал. А восхождение начинается уже с Катманду, я думаю, что. Да, с Катманду у нас 8 числа началось. 8 мая, получается, да?
Нет. 8 апреля, да. 8 апреля началось, и мы на вершине были 15 мая. Ага, а обратно? Обратно с 15, ну, я сегодня прилетел. Нет, до Катманду сколько дней? До Катманду, ну, где-то неделю. Обратно быстрее. Ну, может, некоторые подольше. Я, например, быстро, да. Один день где-то 40 километров обратно спустился. Но это, я считаю, что мне пальцы подшутили, что ли. Спросили, до Намче-Базара дойдешь, там, 40 километров. Я сказал, дойду. Оказывается, это очень 10 часов шел там. Да, и там даже носильщик мой там где-то по дороге остался. На следующий день пришел. Я хочу и могу добавить. Женя сказал, что он туризмом занимается. Так вот, он туризмом занимается с детства, со школы. Я знаю, что он, еще будучи школьником, ходил осенью в походы с ночевкой, когда уже не минусовая температура ночью, а они там все равно ходили за Лемикон, там, за Тамтор, куда-то далеко, вот, с Радомиром Томским, например. И поэтому Женя, он изначально спортивный, он всю жизнь готовился так к этому восхождению, если по сути, не 5-6 лет, с 5-6 лет вот он готовился, и вот приготовился. Есть такой человек. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за этот подвиг. Вы нас вдохновили. И мой вопрос такой немножко мистический. Были ли какие-то мистические моменты, какие-то вещи, сны, и чувствовали ли вы какую-то поддержку Аю Сахар? Такой вопрос. Спасибо за ответ. Да, вот, ну так, если уходишь в горах, да, ну, любых горах, да, очень многое зависит от природы, и ты, не желая, не желая, все равно начинаешь верить в всякие вот такие мистики, да. Ну, мистика это все равно, что природа сама же решает, там. Сегодня солнце, завтра дождь, ветер. Поэтому, наверное, у меня все равно, такое, без этого никуда, можно сказать. И один раз, я писал, да, мне приснился сон, но это говорили, что сон на высоте бывает всякое разное, но не знаю. Вот кто-то сказал, что, точно помню, что три человека говорили, что ты не поднимешься, да, но один какой-то старый какой-то сказал, что ты поднимешься. Вот это тоже какая-то мистика была. Еще вторая мистика, это в Тамторе у нас есть гора Дахайда. Вот там есть место очень хорошее. Наверх поднимаешься, и такой вид, весь Тамтор там внизу. И там есть эти сорта-бала. Да. Вороны. Мы когда кормили, мы специально туда поднимались с семьей, и вот там вот эти вороны прилетели. Да. Оказывается, вот такие вороны же есть и в Непале, в больших горах. Они, говорят, долетают до самой вершины. Я почувствовал через них какую-то связь со своей, с родиной, да. Я не знаю, Спасибо, Евгений. На этом завершим вопрос-ответы. 29 мая исполнится 70 лет, как первый человек вступил на крышу мира, на вершину горы Эверест. И вот 29 мая также у Евгения родилась дочь.
большинстве